Это актуальное интервью. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 27 декабря 1990 года. Дата образования МЧС России. Спасатель – одна из самых нужных и важных профессий. В подразделениях МЧС трудятся настоящие профессионалы, которые ежедневно предотвращают тяжкие последствия катастроф, разгула стихий или просто идут на выручку тем, кто попал в сложную ситуацию. Каким оказался уходящий год для спасателей Якутии? Гость студии Василий Батов, спасатель первого класса Якутского поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по республике. Василий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. С профессиональным праздником вас. Спасибо. В какие самые отдаленные районы Якутии выезжали бойцы вашего отряда, чтобы спасти тех, кто попал в беду? Хочется про географию узнать. Ну, самое отдаленное, вообще вся Якутия, все пределы Якутии. Все до границ. Сейчас, крайний север, арктическая зона. Вот в этом году выезд был. Верхоянский район, на Павловск выезжали. То есть, в принципе, по долгу службы приходится бывать практически по всей Якутии. Практически везде. С какими трудностями сталкиваются ваши сотрудники при проведении той или иной спасательной операции? Ну, трудности, скорее всего, чисто такие, знаете, вот непогода, лето, зима, допустим, дожди, все. В общем-то. То есть бывают какие-то погодные сложности? Ну да. Да, А бывает, бывает, может быть, трудности именно с людьми, которых приходится спасать? Как себя вот люди ведут чаще всего люди, в сложных ситуациях? ну, чаще как-то с пониманием относятся к тому, что их спасают. Ну, бывает. Это очень редкое исключение, когда начинают кричать что-то, что вы делаете. Ну, вот какие навыки у себя необходимо постоянно развивать спасатель? Постоянно. Это, соответственно, профессиональные навыки. Это медицинская помощь, работа с спасательным инструментом, ну и физическая. То есть для этого, например, вы какие-то обучения проходите, наверное, ежегодные, да? Да, ежегодные. Ну, стараются, во всяком случае, чтобы каждый год куда-то кого-то из числа спасателей куда-то отправить на то или иное обучение. И каждые 3 года там, подтверждение классной специальности. Спасатель 1, 2, 3 класса. А сколько вот всего классов спасателей существует? Ну, как спасатель. Вообще всего получается 5. Спасатель. Спасатель 3, 2, 1 класса и спасатель международного класса. А в чем вот идет отличие между этими званиями, рангами? К повышению уровня, так сказать, класса, требуется больше профессий, больше знаний. Больше знаний, то есть, наверное, больше опыта. Больше опыта, да. Пройти, получается, обучение дополнительное какое-то, чаще других, например, да, нужно проходить. Соответственно, класс будет расти. Да. Вот вы вообще общались с теми, кого когда-то спасали? Вот, отслеживаете их дальнейшую судьбу? Нет, такого не было. Один был только случай на памяти, когда мы девушку вытащили из вентиляционного колодца. Потом просто дня через 2 узнали, как ее самочувствие в больнице, просто уточнили, и все. Так она с крыши упала в вентиляцию. А вот на какие случаи чаще всего приходится выезжать нашим спасателям? Может быть, как-то расскажете? Чаще это вот, допустим, в это время, в зимнее время, чаще всего выезжают на бытовые случаи, там, закрытая дверь, включена газовая плита, кто-то вышел на балкон, закрылась дверь. Такое вот. То есть спасать людей вот в таких ситуациях бытовых. Чаще бытовые. Чаще. А если летом говорить, то... Летом, ну, это потерявшиеся в лесу. Чаще. Чаще всего. Ну да, это даже не совсем в период, знаете, вот август-сентябрь, это вот чаще всего это происходит. Бывает, что по несколько вызовов за день даже бывает такое. Что в одной стороне одну группу отправили, потом в другой стороне кто-то опять потерялся и опять туда.
А вот у нас в Якутии, кстати, вот в поиске людей служба спасения, получается, при МЧС, она реагирует сразу или должно пройти какое-то время с того момента, когда человек вот пропал и с ним не могут выйти на связь? Ну, чаще сразу звонят. То есть сразу вот, звонят, допустим, например, да? родственники забеспокоились, что их там, допустим, человек не вышел на связь или не пришел. Мгм. Чаще всего сразу звонят. Мгм. А вообще, как много времени занимает поиск человека? Поиск. ну, Зависит, наверное, от места. Зависит да. от места. Все зависит от места. Можно искать и неделю, можно там за пару часов найти. Ну вот к чрезвычайным ситуациям и несчастным случаям. Да, не секрет, что чаще всего приводит беспечность. Вот расскажите о таких случаях, может, какие-то в память врезались. Беспечность. Ну, Ну вот вы рассказали про девушку, которая попала в вентиляцию. Вообще, как такое произошло? Вышла на крышу. Мгм. И возвращаясь обратно, она просто спустилась не в люк, который выходит в подъезд, а Так, совершенно в другой. совершенно в И другую. пролетела, да, и там получается, 5 этажей. 5 этажей Да. пролетело. Мгм. По вентиляции, как она там выжила, вообще непонятно. Выжила, ну, спасли, Да. выжила, все хорошо. Пришлось там у хозяина квартиры выдолбить стену, вытащить ее. Мгм. Мгм. Ну вот, с опытом проще решиться на риск ради спасения людей? Или это какое-то С врожденное качество? Врожденная? Да не знаю, наверное. Я, допустим, в детстве никогда не думал, что я буду спасателем. Вот, кстати, расскажите, как вы пришли в профессию, почему стали спасателем? Профессию. Честно, мне просто предложили. Пойдешь? Давай попробую. Все, так и А для этого остался. что, какое-то обучение пришлось пройти? Вы где-то учились в ВУЗе? Первоначально? Мгм. Первоначально нет, это уже в процессе работы. Меня обучали на базе отряда, тогда еще поисково-спасательной службы. Все, на базе отряда меня отучили. А как долго, Прошел аттестацию. как долго шло обучение? Ну, это, знаете, это в процессе вот работы, наверное, в течение года, 1,5 лет вот так вот происходило. То есть постоянно на Да. месте обучают, да? Да. В зависимости Ну, от более, случаев? так сказать, старшие товарищи. Мгм. То есть именно на практике обучают? Да. А вот сама аттестация что в себя включает, как долго длится? Аттестация – это обучение на базе учебного центра. Вот чаще мы в Хабаровск ездили. Там проходит обучение дополнительным профессиям. И потом экзамены, аттестация. Мгм. А вот каким профессиям обучают сотрудников МЧС? Вот именно спасателей. Работа с гидравлическим инструментом, допустим, альпинизм. Мгм. Ну и водная подготовка, медицинская подготовка. Каждый год что-то расширяется, так сказать, в процессе обучения. Допустим, что-то еще, новые технологии в той же в медицине что-то появилось. Мгм. Медицинской помощи. В альпинизме тоже что-то. Поэтому приходится обучаться этому. А вот что для вас было самым сложным в этом обучении? Что бы вы отметили? Сложно. Тяжелее всего что давалось? Ну, я даже не знаю, ну, наверное, все-таки у меня, так сказать, я пришел в МЧС в 19 лет, поэтому мне было проще Мгм. как бы все это с годами наработать. И Ну, то есть да пока, ничего такого сложного. пока был молодой, наверное, было Да, проще, да? было проще. Проще себя впитать, Да, чему-то если бы, новому допустим, научиться. сейчас да. я пришел, это для меня сложнее было бы, наверное. Ну, то есть мы приходим к выводу, что, в принципе, если идти на такую работу, то лучше, чем раньше, тем Да, лучше. Да? чем раньше, тем лучше, конечно. А вот когда сложнее работать, летом или зимой? Здесь нет такого, что летом или зимой сложнее, одинаково сложно. Потому что в чрезвычайной ситуации может быть всякое. Допустим, Мгм. так что сложно ответить. Ну вот, когда новые знакомые узнают, где вы работаете, как они реагируют? Ну,
Не так эмоционально, конечно, там, вот как здорово, нет. Просто, ну, здорово, классно. Будем знать, что у нас есть спасатель. Что у нас Если есть что, спасатель, позвоним. да. А вообще вот знакомые, как часто звонят по каким-то своим делам, может быть, именно по вашей профессии связано? Такое бывает Ну, вообще, чтобы знакомые звонили, вот, например, Василий, ты работаешь в МЧС, например, помоги там, помоги с чем-то, с чем-то. Такое бывает вообще Нет. в жизни? Такого, слава богу, не бывает. Мгм. Слава богу, Да. как бы, да, происшествий со знакомыми Да, не да. случается, да? Вот. Ну, а как семья вообще относится к вашей профессии? Семья Волнуется, беспокоится? поначалу беспокоились как-то. Все ждали, когда приедет. А сейчас уехал. Как-то со Ну временем да, проще стало, со да? временем проще стало, потому что, ну, дети только скучают. Ну, так сказать. Жена, конечно, тоже, но, знаете, она вот раньше как-то... Ну, сейчас уже спокойнее отпускает. Я говорю, в командировку, куда уезжаешь? Да, туда-туда. Насколько, пока не знаю. Ну, все. Ну, жена уже, наверное, с годами привыкла, Да. да, наверное, как-то да, стало уже проще реагировать на постоянные командировки. Ну, вот. Ну и в завершении нашего разговора, что пожелаете своим коллегам в День спасателя? Коллегам, дорогие коллеги, поздравляю вас всех с Днем Спасателя. Хотелось бы пожелать как можно меньше чрезвычайных ситуаций, хоть они и будут, но чтобы их было меньше. Здоровья, счастья, благополучия. Василий Владимирович, ну, мы присоединяемся ко всем этим теплым словам. Хотим пожелать вам успехов в вашей дальнейшей работе. Ну и спасибо, что нашли время, пришли, ответили на наши вопросы. Желаем вам успешного и удачного Нового года. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.